Тот, кто добровольно сдал огнестрельное оружие, не несет уголовной ответственности. В регионе продолжаются мероприятия по исполнению постановления правительства Ингушетии о мерах по совершенствованию работы по организации приема незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом напоминают сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Ингушетия. Граждане, не заявившие желание сдать найденное незаконно хранящееся оружие, предметы вооружения, боеприпасы на возмездной основе, обращаются с заявлением о выплате денежного вознаграждения в территориальный орган внутренних дел или в подразделение лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии Республики Ингушетия по месту жительства. Сумма вознаграждения: пистолеты, револьверы, охотничьи карабины — 28 тысяч рублей за единицу. Охотничье гладкоствольное ружье, обрезы — 10 тысяч рублей за единицу. Патроны и боеприпасы — 25 рублей за одну единицу. В текущем году жителями на возмездной основе добровольно сдано 63 единицы оружия и 20 единиц боеприпасов. Всем им выплачено около 800 тысяч рублей. Хотелось бы обратиться к владельцам гражданского оружия, зарегистрированным на территории Республики Ингушетия, проходить свою временную перерегистрацию в целях избежания наложения административного штрафа и конфискации оружия. Оружие, которое находится без разрешительных документов или с истекшим сроком действия разрешительных документов, являются незаконными. За незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей и боеприпасов, согласно статье 222 УК РФ, предусмотрено наказание в виде лишения свободы со сроком в зависимости от тяжести преступления.